зовут Светлана, фамилия у меня Мефодьева. Я дочь Матвея и Васы. Сегодня я хочу вас познакомить историей своей вышивки. Почему историю любви только хочу познакомить? Потому что чувашская вышивка, она так мудра, так глубока, что за одно занятие невозможно все мудрости показать и научить. А чувашская вышивка, она не просто чувашская, она для меня древняя вышивка. Потому что, изучая вышивки других народов, я поняла, что у многих народов есть в вышивках элементы чувашской вышивки. Но именно только у нашего народа все мудрости, все, что как заложено предками, смысл этих вышивок сохраняется. Наверное, у нашего народа такое предназначение сохранить мудрость предков и передать потомкам. Я увлеклась чувашской вышивкой 20 лет назад. Мне так захотелось самой начать вышивать. Я сначала смотрела салфетки, которые продаются, меня они привлекали. У меня мысль была, почему же она вышивка такая, вроде бы не цветы там, не деревья, но к себе так привлекает. Орнаментальная вышивка. Потом надо осознавать, что она привлекает не только глазами, а душой. И вышивать ее возможно только, если по-настоящему влюбишься. Желание появилось, и возможность появились. Первое. Я училась у Марии Васильевны Симаковой. На мое счастье, лаборатория была в Республиканском доме творчества. Я там у нее проходила азы чувашской вышивки. Я вышила одно полотенце, которое подарили сыновьям, сыну, когда он женился, первому сыну. И мне так это так я поняла, что я могу вышивать, у меня получается. Но мне хотелось еще узнать, почему все-таки, почему эта вышивка так себе привлекает. Я начала искать еще историю и познакомилась с Евгенией Николаевной Жачевой. И оказывается, Евгения Николаевна Жачева, она не просто вышивала, она и до сих пор вышивает, она изучала историю этих вышивок, она находила старинные узоры. Этим меня привлекло. Вот, и мне захотелось у нее поучиться, и даже я уговорила ее приезжать в наше село Красноармейское, она живет в Чебоксарах, с нами, женщинами, заниматься. Нам показывают азы чувашской вышивки. И вот она очень такая добрая женщина, согласилась, и у нас кружок организовали в селе Красноармейском. Вот первое изделие большое, которое я вышила, это вот платье. Это платье для меня очень дорого. Оно вышито на самотканном материале. Так получилось, что мама у меня давно умерла. Я в сундуке нашла такой самотканный материал, ее сотканное, на одно платье. И поэтому это платье, этот самотканный материал, даже я не отбеливала ничем, как она есть, такая она и сохранилась. И вот здесь именно в старинном стиле чувашской я вышила. Здесь вышивать нелегко, но получилось. Это еще меня вдохновило. Конечно же, к этому платью я вышила фартук, потому что фартук обязательно нужен. Вот этот фартук, который украшает платье. Я и начала вышивать еще салфетки и их дарить. Потом мне муж говорит: ты вышиваешь, у тебя дома нету никаких вещей. И вот он мне заказал, чтобы у нас комната была такая. И вот это занавески я вышила сама, вот это покрывало, вот это на подушнике. И здесь так получилось, что вот эта комната у нас теперь комната чувашской вышивки.
когда я вышивала, меня интересовало, почему говорят три солнца, почему солнечные узоры. И мне очень нравится еще сама подсознательно, я начала, в полотенцах вышивать солнце, три солнца. Вот это полотенце, три солнца, я вышила, когда младший сын свадьбе младшего сына им подарила. Здесь вот, сейчас я понимаю, что в это солнце, здесь я заложила мысли, чтобы в семье у них всегда было три солнца. Они с женой и дети. Чтобы дети у них были счастливы, вот здесь уже и птицы есть. Здесь вот узоры, которые сейчас во многих, а потом мне захотелось искать мелкие узоры, которые хочется сохранить. А в таких салфетках, которые продаются, их нету. И у Евгении Николаевны книги, вот, которые она издала, Чувашской в этой книге очень подробно много есть узоров. Я обрадовалась тому, что такая книга вышла. И начала, теперь цель появилась у меня, вышивать так, чтобы старинные узоры оставить для потомков. Я вот здесь одни узоры у меня, мелкие узоры. Здесь вот другие узоры. Там тоже другие узоры. Здесь вот это полотенце, не полотенце, даже такое обережное полотенце. Здесь у меня 50 с двух сторон уже. Здесь 25, здесь 25 мелких разных узоров. Таким образом, сейчас вот в моих изделиях более 100 таких мелких узоров. Я уверена, что мои внучки уже, внучка одна немножко и вышивает, сноха одна вышивает. Им пригодятся такие узоры. Это вот как получается, даже как учебный вариант. А это узор старинный очень. И мне сейчас привлекают именно старинные узоры, потому что в старинных узорах заложена мудрость наших предков. Их добрые пожелания нам, чтобы мы жили счастливо. И даже изучать начала, почему же вот узор, солнечный узор, он вышивается, он на груди у платья у женщины. А девушки такие узоры не носят. Почему? Я задумалась, только у женщины. А потом мои чувства подсказали, что вот солнечный узор, как он восьмигранник, да, получается один крест и другой крест. Наложение двух крестов. Почему же, думаю, наложение двух крестов? Оказывается, вот символ человека, крест равносторонний. И получается, что вот этот узор вышивается на платье женщины, потому что вот, когда замуж выходит, получается, соединяется два человека, мужчина и женщина. Вот. Мужчина и женщина. И они создают счастливую семью. И теперь я чувствую, что в этих узорах, именно вот этой кэске, вышивали, когда женщины вышивали, девушка уже вышивала до замужества, потому что после замужества она уже такое платье одевала. Она именно с мыслью о счастливой семье, она уже строила будущее своей семьи. И поэтому семьи много лет назад, они были очень крепкие. И пожелание есть тоже, что и сейчас такие семьи крепкие были. Для меня вот сейчас смысл вышивки не просто вот для чего-то, именно закладывать мысли о будущем, мысли о настоящем тоже. Сюда прибавляем мысли о прошлом. Вышивая чувашскую вышивку, я чувствую благодарность своим предкам. И чувствую, что они тоже к этому радуются. Это вот, когда вышиваешь такие узоры, так спокойно на душе. Чувствуешь тех своих прабабушек, мам, прабабушек, прапрабабушек, которые вышивали такие узоры 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад и больше. Просто материал хранится только 300 лет. И вот
еще, а потом меня заинтересовало, почему же покрывало девушки очень благородной вышивкой. И самые сильные вышивки есть в платке жениха, который вот готовила невеста до замужества. И, конечно же, здесь тоже очень большой смысл о счастливой мечта о счастливой семье. И мне вот захотелось в этом году вышить, конечно, не покрывало, а скатерть такой скатерть. Это новый мой. Здесь я элементы покрывала девушки, вот такие бывали узоры, они очень такие к себе привлекающие. И элементы узора жениха, на платка жениха. И здесь, конечно, когда вот это я вышивала, у меня мысли были о своей семье. Вышивала 2 месяца, и всегда очень добрые мысли о своей семье, о семье моих детей. И, конечно же, и хочется, чтобы все семьи жили в любви. Вот такое у меня покрывало появилось. Еще новшество в этом году я вышиваю. Мне захотелось оставить для потомков старые узоры, которые вот в книгах есть у Спиридонова. Очень такая, Моисей Спиридонович Спиридонов, я книгу нашла. Там очень старые узоры. Их можно даже книгу взять и вышивать. Вот так здесь издана эта книга. И вот сейчас в виде оберегов я вышиваю такие. Вот здесь вот узор. Это узор с платка жениха. А это солнечный узор. Вот я тоже, там тоже есть. Вот этот узор тоже я вышивала, тоже взяла с другой книги. Здесь тоже вот, когда вышивала о том, что здесь вот узоры женщина-мужчина, женщина-мужчина, женщина-мужчина. И они вот равноправны между женщинами этой вышивки. И в то же время вот женщина окрыляет мужчину, вдохновляет мужчину. Таких у меня достаточно уже много узоров. И я зимой еще продолжу, потому что хочется их сохранить, хочется их оставить, потому что они так себе привлекают своей красотой, своей мудростью, своей глубиной познания, глубиной чувства знания наших предков. Они очень были близки к природе, чувствовали природу. Это все же, говорят, даже вот это мелкие узоры, это как руническое письмо. Ну вот, я еще вышила мужу рубашку. Когда ему... Раньше же девушки вышивали, когда для жениха рубашку вышивали, а я не вышила в свое время. И к 60-летию я вышила ему такую рубашку. Материал такой не очень-то легко вышивать, но старалась о нем и о том, чтобы он был всегда здоровый, всегда был всегда смелый, сильный. Вот здесь, в этих узорах я заложила свои мысли о нем. И тогда, когда я ему сшивала, я захотелось мне вышить и себе тоже такой вот. Вот это я вышила себе. У меня здесь тоже я люблю вышивать, очень люблю солнце и люблю вышивать солнечный узор. У меня здесь вот на этой блузке 3 солнца вышиты. А сейчас я хочу немного вас познакомить азами чувашской вышивки. Почему она привлекает? Ведь чувашской вышивки, если смотреть чувашскую вышивку, вот лицевая сторона, ни одного узелка нет. Вот сторона обратная, тоже ни одного узелка нет. Это вот чистоту и мудрость вот здесь заложена. Почему на белом материале? Потому что белый цвет чистоты. Почему красного цвета много? Потому что красный цвет мудрости.
цвет жизни. И красный цвет всегда черным цветом. А вот кто попробует вышивать, только красным, если вышьешь, такого контраста, такой красоты не будет, такого глубокой красоты не будет. Есть некоторые мудрости, которые именно, чтобы без узелков. Я видела вот у башкир, у марийцев, у них обратную сторону смотришь, там узелки. А в своей настоящей вышивке таких узелков нет. Вот этим тоже очень сильно ценится. Вот я сейчас, можно вышивать, начать салфетку, беру такой кусок, складываю так, чтобы было как квадратный, да? И ножницы где? Вот здесь, ладно. И начинаю вышивать здесь. Я обычно вышиваю, когда вышиваю, начинаю вот считаю отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. Я еще не сказала. Сейчас есть материал хороший. Лучший материал для чувашской вышивки — это канва. Канва есть мелкая, есть средняя, есть крупная. Вот это средняя канва. Кто начинает, можно начинать на более крупной канве. Здесь вот чувашская вышивка на счетной, поэтому здесь канва. Хорошо вышивать. Если на самотканной приходится считать нитки, а здесь уже легко. Для нас это легко. А наши предки вышивали на самотканной. Еще сейчас, наверное, говорили нам, что чуваши — это темный народ. У них не было письма. А когда я прикоснулась к чувашской вышивке, я осознала, что это никакой не темный народ. Это очень-очень мудрый народ чувашский был. И пусть будет он мудрым, потому что такие узоры вышивать, ведь в этих узорах их знание мирозданий заложено, знание природы заложено. Там мы еще много чего не знаем. Я просто сейчас хочу сохранить их мудрость. И для этого я много выбираю. Много узоров сейчас беру. Вот как же получается. Я сначала не салфетку, я покажу мудрости некоторые, почему нет у нас швов. Вот всегда в начале контур делаем. Это контурный шов, поэтому показал контурный шов. Для этого я нитки беру уборочные длиннее, намного длиннее. А сейчас для того, чтобы показать некоторые нюансы, беру нитку такой длинную, складываю пополам и деваю. Иголка, пускай желательно, чтобы большим ушком, вдеваю и вот начинаю контурный шов. Контурный шов. Сначала мы закрепляем. Вот тут берем, значит, одну, другую и контурный и закрепляем. Вот, закрепили. Никуда не уйдет. Никакого узла нету. И сейчас же одеваю. Вот сюда вдеваю. Потом и пунктиром. Сначала пунктирный. Вот. Таким образом, не спеша, чувашской вышивкой невозможно вышивать только с хорошим настроением, когда на душе хорошо. Вот у меня одна нитка выскочила. Да. Сейчас выскочила, наверное, для того, чтобы я показала еще другую хитрость. Вот. Будем еще. У меня нитка закончилась. Она у меня не закончилась, но закончилась, потому что вот закончилась, ну вот такой длины осталось. А мне еще надо вышивать. Что же надо делать, чтобы не было узора? Беру другую нитку, тоже, вот она, тоже такая длина, и складываю пополам, вдеваю. Вот кто-то может подумать, почему я слюной. Это когда, всегда чистыми руками вышиваю же. Это нормально. В слюне информация, это тоже хорошо.
И вот теперь я вот взяла другую нитку, вот сюда вдеваю иголку. И вот так беру, как детям я когда говорю, вот так, как паук. Беру. И вот я закрепляю. Закрепляю. И вот так. И пошла. И получается, вот дальше можно уже вышивать. Я соединила. Это уже, когда вышиваешь, вот это соединение практически не видно будет, особенно когда мы заполняем. Вот. Это пока пунктир, чтобы он контурный шов получился, я должна идти обратно уже, да? Обратно идти, чтобы красиво было. Здесь тоже одна хитрость есть. Вот здесь я иголку вдеваю с этой стороны и выхожу с другой стороны, как веревка, да? Вот. С той стороны вдеваю, с той стороны вдеваю, вот. Вот, можно дойти до конца, а можно уже показать нам вот контурный. Это контурный шов, везде он нужен. При шитье даже не чувашской вышивки. Ну вот, будем считать, что мне вот так получилось. Аккуратно. У меня иголка, у меня же все. Надо мне закончить, да? Я тоже не узелок не делаю. Туда обратно иду чуть-чуть. И можно уже отрезать. И ножницы желательно вот такие, которые немножко кривые. И отрезаю. И у нас это никуда не уйдет. Нигде нет. Где нет начала, нет конца, да? Вот это контурный шов, он всегда нужно это знать. А еще есть очень важный, значит, когда узоры делаешь, а вот таким контурным швом все узоры, которые вот эти узоры делаются они, да, сначала вот туда идешь пунктиром, основу, потом, когда обратно идешь, это все уже вышиваешь. Все здесь вот метод контурного шва здесь заложено. Здесь только вот есть шов мудрости, здесь нету. Они все, получается, практически все двусторонние. Есть шов мудрости. Ну вот элемент шва мудрости здесь вот есть. Не совсем шов мудрости, это вот. Здесь вот получается узор сразу. В этом здесь нет, потому что шов мудрости наверняка есть в других изделиях. Вот он, шов мудрости. Узор мудрости. Вот это сразу получается узор. Если кто-то желает очень вышивать, вот эти узоры очень четко, многие, вот это, особенно этот узор, они есть в книге Евгения Николаевны Жачи. Можно взять эту книгу, аккуратно можно вышить. Когда вышиваем вот узоры, здесь нам, вот это, сейчас показала я контурный узор, который здесь, да, вот этот узор, здесь везде вот это как контурным узором все вышито. Это заполнение. Это заполняется как гладью. Шулам называется. Сейчас покажу, как это делается. Это очень важный шов, который необходим. Для этого, вот, чтобы вот этот узор вышить, чтобы вот, опять беру красную нитку. Теперь беру я 3 нитки. 3 нитки там отрезала. Здесь уже по-другому. Вот. Где у нас салфетка? Здесь вот видно, даже неизвестно, где у нас лицо, где у нас получается лицо. Вот теперь здесь мы сейчас пойдем шулам вот так. Беру, вот здесь вот шулам, он здесь будет вот такой заполнение, да? Вот раз, два,
здесь в середине я беру, и здесь я выхожу в начале. Вот, оставляю так столько. И получается вот, и как наискосок. И вот это складываю так. Это начало такое, чтобы не было у нас узелка. Обратной стороной треугольник один только получается, а лицевая сторона ложится раз, вот одна, вторая клетка, а изнаночная сторона одна клетка только. Если смотреть, вот смотрите, одна только, да, здесь изнаночная, а здесь вот лицевая сторона получается раз. Его, если запомнить, научиться легко. Везде заполнение, во многих заполнениях именно вот это заполнение идет. И здесь тоже вот есть сейчас, покажу, как такая есть, значит, мудрость, чтобы не было узелка. Вот я, можно, что у меня нитка будто бы закончилась, да? Я вот здесь вот так столько вышила и вдеваю вот сюда, пропускаю, пропустила, и иголку беру, ножницы беру и вот так срезаю. А теперь вот у меня еще, я другую, значит, нитку беру, мне надо же дальше продолжить. Я таким образом здесь беру, вот здесь середина между двумя иголками, вот середина, вот это беру и здесь выхожу вот на этот угол. И тоже вдеваю. Получается, соединила я две нитки, а никому не известно, где я соединила. Если кто-то будет смотреть, где я соединила, не найдет, где я соединила эти нитки. Угу. Вот здесь видно обратной стороны чуть-чуть, ну вот там получилось так, а обычно и там нету, не видно. И вот, если я закончила уже узор, я снова вот так вдеваю туда, пропускаю через 2, 3 и срезаю. Вот, получился у нас вот шулам такой, да. Конечно же, я когда салфетку беру, я сказала, что вот, ну, кусок взяла, вот здесь я, так как квадрат, здесь срезаю. Я готовила ножницы, куда-то дела. Ну ладно, будем считать, что я срезала. И я обычно начинаю именно шулам красный делать. Здесь отсюда считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Обычно 15 считаю. И вот и иду шулам. Вот здесь вот так. А потом уже можно потом уже вышивать такие узоры. Там где же мне? Вот здесь лучше показать. Вот здесь у меня вот шулам. А к нему уже как такой узор, волна. Это как волна, как река. Очень тоже украшающий. Можно вот такой крест. Здесь вот у меня двусторонний крест. Получается, как он двусторонний. Здесь крест, на обратной стороне крест. Здесь крест, на обратной стороне тоже. Где пусть там крест. Получается, обратная сторона крест и сторона крест это. Почему я 15 говорю, чтобы вот можно было потом согнуть хорошо, пришить. Или вот так сделать. Мне нравится сейчас вот так тоже делать. Это тоже очень просто. Это не как с чувашской вышивкой. Можно, все, наверное, знают. Многие знают, кто вышивает.
А вот если узор, тут, конечно, узор уже сложные, можно маленький узор, я там сейчас... Как узоры сделать, я сейчас узор не буду показывать, как вышиваю. Я как вот такой узор нам захотелось вышить, да? Я тогда вот начинаю вот здесь, ну, вот здесь начинаю. Сначала я контур, обычно я иду по солнцу. Контур пунктиром, вот сюда дошла, да? И уже вот сюда дошла по солнцу, и потом отсюда уже иду против солнца, получается. Сразу делаю вот этот узор, вот тоже как контурным. Раз, два, три, обратно, вот это делаем, сюда делаем. Может мне сейчас это показать как маркером. Ну вот я пошла вот здесь. Вот так, 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 пошла. Сюда дошла. А теперь вот здесь делаю узор. Тут. Раз, два, три. И обратно уже иду. Раз, два. И это туда и обратно. Раз, два, туда и обратно. Раз, два, туда и обратно. Раз, два, и туда и обратно. Таким образом уже я иду дальше. Сюда заполняется контурным. И это так делается, и так вышивается. И здесь я красным цветом много, если получается, а другие цвета для того, чтобы по чувствам своим дать игру, для игры этого узора. Здесь бы я вот покрасила вот так шуламом. Здесь это шулам, который я гладевой красным показал. Здесь тоже так же. Можно здесь синим, здесь желтым. Можно зеленым, синим, желтым. Или зеленый, желтый. И вот это узор заиграет. Когда говорят про чувашскую вышивку, говорят, это очень кропотливая. Я бы сказала, что это не кропотливая. Это очень такая увлекающая. В старину дети вышивали, им это не трудно было, потому что это была радость. Они в доме всегда были узоры бабушки, узоры мамы. Они вроде даже один тот же узор у бабушки, один тот же узор у мамы, они немножко отличались, потому что чувства разные складывались, и немножко узоры, немножко цвета. Вот, чувства они выражали чуть-чуть изменение цветов, хотя основу всегда оставляли. И так получалось, что я вот поняла, почему край наш называется край 100 тысяч вышивок. Потому что вроде узоры, они не такие, не столько много 100 тысяч, но каждая женщина, когда вышивает тот же узор, основу оставляет, но свою лепту вводит, и получается у каждой женщины своя вышивка. Я 2004 по 2009 год вела кружок, Выбирай назывался кружок. Интересный очень кружок был в детской библиотеке, там были дети, возраст был от 7 лет до 70 лет. И когда вышивали, каждая женщина вышила полотенце. Узоры они практически брали одни и те же, но у каждой женщины получался немножко другое полотенце. И вот тогда я поняла, что на самом деле это называется наш край 100 тысяч вышивок. Сейчас, конечно, не так много вышивающих. Очень хочется, чтобы для потомков вот эта вышивка такая чудесная, даже слов нет у меня сказать, сохранилась для наших потомков, потому что в них мудрость, послание нам от предков о жизни в любви. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Светлана, фамилия у меня Мефодьева.